Друзья, сегодня мы продолжим рассказывать вам о наших спасенышах, о тех, кого мы спасли с вашей помощью, о тех, кого пристроили, кто уже дома, и их приветы нам с вами. Адель. Эта красавица попала в ППЖ вместе с детьми. Вы знаете, что выжить малышам там невозможно. Забрали мы ее уже с одним всего лишь щеночком. И, к сожалению, спасти его не успели, несмотря на все усилия врачей. Да, бывает и так. Адель после клиники наслаждалась беззаботной жизнью на передержке, а мы искали ей семью. Моя красавица. Ведь моя красавица. Такая хорошая собака, красавица, да. Ребенок орал, уснул. Орал, уснул. Уснул, бедный. Ты моя красавица. Что такое-то? Что такое-то? Сейчас мы тебе домик соберем. Всем стараемся найти дом, но у всех и судьба разная. Кому-то быстро находим семью. Быстро – это в течение, полугода. А кто-то живет и по 2-3 года на передержках. Но подходим к вопросу пристройства по возможности тщательно, учитывая индивидуальные особенности каждой собаки и ее здоровья, возраста, зубов, костей. При отправке собаки в семью, особенно на дальние расстояния, другие страны, стараемся подготовить по максимуму. Если что с костями, суставами, делаем рентген. Если зубы в плохом состоянии, едем в клинику, чистим. Если в чем-то сомневаемся или возраст, сдаем анализы, делаем УЗИ. Если собака белая, маркая, длинношерстная, но негоже отправлять как есть, моем сами или везем к грумеру. Также прошла такую подготовку и наша Адель, в прошлом Азалия. Лара, она имела в виду, что вы не какая-то шарашкина контора, которая лишь бы берет и лишь бы справляет. Знаешь, вот как есть такие вот переправят, дальше, вот так вот. Она и говорит, это хорошая, серьезная организация, раз вы даже передавая собак, вот это делаете, потому что это все здесь стоит, честно тебе скажу, в Германии это расценки ветеринара очень. Мы платили только за стерилизацию 700 евро. Цены вот такие вот просто ужасные, да. Она была поражена в том, что вы это делаете, передавая собак. Это получается, вы с большой ответственностью относитесь к этому. И поэтому она хотела видео, хотела посмотреть, увидеть вас, кто это действительно делает, что вот так вот прям относится. Вот она мне поэтому попросила, перешли мне видео. Она удивилась, что даже вот это делается, потому что я такое первый раз слышала, что передавая собаку такое сделали. И вот кому, если скажу, вот они все удивляются, что аж на вот так вот вы заботитесь о собачек, да. В ноябре месяце прошлого года привлек внимание один из вольеров в ППЖ. Собаки все как на подбор, добрючие, и к стенке жмутся, и мордашку в ладонь кладут. Кто-то бегает туда-сюда от счастья, машет хвостом, что зашел человек. Тогда я так и назвала этот вольер добрым. Решила забрать я всех троих тогда. И какие же они оказались классные. Но пока вот только одной посчастливилось пристроиться, другие на передержке. Это Бьянка, девчушка и в сытости, и в тепле, и еда, и игрушки, и любовь мамы, и приятно полежать в ее надежных руках. Бьянка в семье. Порадуемся, друзья, за ее жизнь. Теперь ей ничего не угрожает. И она счастлива, и мы с ней вместе тоже.
Прошлой зимой, когда зима доходила до минус 60 градусов, мы многих забирали с улицы. Смотреть на них было невыносимо. Но собаки умудрялись жить дружно, согревая друг друга. И вот волонтеры сумели заснять дружных мальчишек, которые необыкновенно заботились друг о друге. Это были Леон и Боб, которых мы тогда и забрали. Не смогла я их пройти мимо таких трепетных их отношений. А весной прошлого же года они прилетели в Москву. Да, не сразу пристроились. Леон уехал пораньше в семью. О нем мы расскажем в следующих роликах. А Боб, что постарше, вот только недавно. Но мы можем уже увидеть, как освоился на мягких диванах. Жизнь в семье не сравнить с его прошлым. В феврале к нам прилетела лабрадор из ППЖ Якутска. Девочка очень активная, любознательная, непоседа. Мы успели ее за это время здесь стерилизовать, и вскоре ее заметила подписчица Светлана. Буквально недавно наш водитель Роман отвез девчушку в Нижегородскую область к Светлане. Ее очень она ждала. Она сразу подружилась с ее кошками. В общем, все хорошо. Пусть все хорошо сложится. Пожелаем и хозяйке Светлане всех благ. Спасибо вам. Зося и Тося. Эти две белые девчушки. В ноябре они прилетели из ППЖ заболевшими и сразу в стационар. Лечение энтерита, потом была передержка.
Ну и вот, наконец, обе девчушки в семьях. Благодаря вашей помощи в лечении все сложилось хорошо, они выжили, пусть будут счастливы всегда. Ведь немногим везет вырваться оттуда, немногих заметят волонтеры, им повезло, как немногим. Зосенька, помните, в начале зимы в судорогах бился в парке Кант, а при нем была его подруга. Она как будто просила помощи за своего друга, пытаясь показать, что ему плохо, чтобы человек помог ему. Тогда ведь мы их двоих и забрали. Кобелек Кант давно в семье, пристроенный, о нем был ролик, а Зоська, его подруга, красавица, была на передержке и вот только сейчас уехала в семью. Порадуемся, друзья, что мы причастны к таким перевоплощениям в жизни этих бессловесных пушистиков, которые молчат и тихо умирают, когда им плохо, и только машут хвостами и улыбаются, когда им хорошо.